проводим данное исследование в рамках проекта «Экологическая безопасность для женщин и детей». Этот проект реализуется экологическим движением «Биом» в партнерстве с АКТ Центральной Азии. Основной целью этого проекта является повышение экологической безопасности для уязвимых социальных групп. И в частности, такими уязвимыми социальными группами являются женщины и дети. В рамках исследования мы проводим экологическую экспертизу и экспертизу санитарную, гигиеническую и так далее различных товаров, которые наиболее часто используются детьми и женщинами. Мы пришли в Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы по показателям безопасности для здоровья населения товаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы из экологического движения «Биом». Мы бы хотели проверить по показателям безопасности товары. Мы взяли их на базарах нашего города. Вот, у нас есть вот тут масло. Сосиски, молоко, картофель и напиток дюшес. Молоко 2,5% жирности, пастеризованное. В данном случае по показателям безопасности молоко исследуется на органолептику, на микотоксин-1, на хосы, на кислотность, на свинец и на кадмий. Вот. Направляем это в лабораторию. Картофель свежий. Будем направлять также на органолептику, на хосы будем направлять и на ГМО. Как таковое, в последнее время участились случаи превышения ГМО. В таком случае мы будем направлять на показатель такой, как ГМО. Вот. По сосискам свежим, да, получается, это у нас сосиски халал высшего сорта. Как таковой, это мясной продукт. Будем исследовать также на органолептику, на наличие нитратов, нитритов, натрия и на наличие ГМО также. Напиток безалкогольный дюшес. Будем исследовать на органолептику, на бензоат и на наличие солей тяжелых металлов. Будем исследовать на свинец, кадмий, мышьяк. Сделаем 3 соли в нем. Сливочное масло. Будем исследовать на органолептику, кислотность, на наличие микотоксинов 1 и на хосы. Вот, Илья, это весь пакет, который мы сейчас направим в лабораторию. Большое спасибо. Тогда будем ждать результатов. Мы проводим исследования за безопасность и здоровье человека во всех пищевых продуктах, на токсичные элементы. Элементы свинец, кадмий и мышьяк. Мы проводим вольтамперметрическим методом. Этот метод очень чувствительный, он улавливает тысячи миллиграмм на дециметр кубических, 1000 миллиграмм на килограмм. Таких чувствительный прибор. Металлы опасны, если есть вот во всех пищевых продуктах нормы, которые для каждого пищевого вида продуктов есть пищевые нормы. Если выше ПДК, значит, превышает, это для организма человека очень опасно. И этот здоровье приводит к каким-то определенным заболеваниям. Вот 9 пестицидов мы определяем, на нее как бы стандарты есть, это мы все это вот в таком виде вот все определяем, и потом уже на у нас хроматограф есть, туда снимаем и все результаты уже выдаем. Токсикологическая лаборатория Департамента Госсанэпиднадзора проводит исследования таких товаров, как детские игрушки, одежда, ткани, товары народного потребления вообще широкого профиля. Косметика, мыломоющие средства, строительные материалы на показатели безопасности. В основном это химические показатели, как стирол, фенол, формальдегид, дибутилфталат. На сегодняшний день особо мы уделяем внимание, это, конечно же, детским игрушкам, так как у нас был опыт выявить некачественные игрушки по содержанию стирола и фенола. Также мы еще уделяем особое внимание посуде, особенно меламиновой,
так как она тоже при исследовании показала высокое содержание формальдегида. Все исследования нашей лаборатории направлены на то, чтобы снизить риск возникновения хронических заболеваний, так как стирол и фенол могут вызывать только хронические заболевания, которые выявляются потом впоследствии, в дальнейшей жизни. Поэтому особое внимание уделить детским игрушкам при их покупке, особенно вот пластизолевым, так как это в основном покупается детям до 3 лет. Это самый такой ранний возраст, когда они берут игрушки в рот, пробуют на вкус, все развивают рецепторы свои. Мамам особое внимание также уделить на меламиновую посуду, так как она очень красочная, ее в основном покупают для детей. Но ее можно использовать только для холодных и сыпучих блюд, так как при нагревании или попадании туда горячей пищи содержание формальдегида резко повышается. Особое внимание уделите при покупке уже этих всех изделий. Требуйте сертификаты качества или санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию. День добрый, я за результатами. Здравствуйте, присаживайтесь. Спасибо. Значит, давайте посмотрим по показателям безопасности. Напиток безалкогольный, газированный дюшес, да? Здесь по показателям результаты испытания соответствуют нашим предельно допустимым концентрациям, и нормы соответствуют, значит, всем показателям безопасности. Как таковой, можно отметить, что пищевые продукты, да, не должны иметь посторонних запахов, привкусов, как таковых включений, отличаться по цвету и консистенции. Как таковой у вас она соответствует всему. Норме, да? Да, норму. Вот относительно сосисок. Тоже относительно предельно допустимых концентраций норма, она совпадает, и результат испытания мы считаем, что образцы сосисок соответствуют требованиям санитарных норм и правил. То есть безопасно. Безопасности, да. Картофель свежий тоже мы направляли также на концентрацию нитратов, на остаточные, в общем, на ядохимические у нас испытания. Тоже можно сказать, что образец картофеля свежего, да, соответствует требованиям Санпина. Но здесь стоит отметить, что дополнительно мы теперь направляем на метод исследования, такой как полимеразная цепная реакция, электрофоретическая детекция продуктов амплификации в агарном геле. Цель исследования: мы выявляем, значит, геномное ДНК в продуктах питания, в данном случае в картофеле. Это ГМО, да? Это ГМО, да, это ГМО. Но не обнаружена генетически модифицированная ДНК картофеля. И можем смело сказать, что образец картофеля тоже соответствует требованиям Санпина. Вот по поводу молочной продукции. Хотелось бы отметить, что вот по бактериологическим показателям мы молоко направляем также гигиенические нормативы, да, по гигиеническим показателям безопасности пищевой ценности пищевых продуктов включают следующие группы микроорганизмов, такие как количество мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов группы КМАФа и бактерии группы кишечных палочек БГКП. В данный момент мы можем сказать, что по результатам испытаний превышает, естественно, колонии, да, вот эти образующие организмы, и идет сплошной рост, что недопустим в данном случае для данного продукта. По бактерии группы кишечной палочки в норме он вообще не должен обнаруживаться, в данном случае он у вас обнаружен. И мы можем сказать, что молоко вот это вот пастеризованное, которое вы нам принесли, оно вообще не соответствует именно требованиям по гигиеническим показателям и по гигиеническим показателям безопасности данного продукта. Масло сливочное. Здесь мы можем ответить, что по всем показателям масло, оно соответствует всем требованиям безопасности. Единственное, я могу ответить, что кислотное число, куда мы направляли, значит, масло, оно превышает норму. Норма у нас 2,5 идет. Но в данном случае результат испытания у вас идут с превышением почти на порядок больше. И это свидетельствует о том, что данное масло уже испорчено.